Проблема наша в том, что у нас нет дороги и уличного освещения. Вот так и живем сами по себе, да. Сколько можно? Но ведь надо напомнить, что все-таки они представители народа, поэтому защищать должны наши интересы, интересы наших жителей. Около 50 лет назад вот на этой территории, что позади меня, было нарезано порядка 800 земельных участков для работников Шадринского автоагрегатного завода, для работников завода «Полиграфмаш» и телефонного завода. Проведена линия ЛЭП 10 тысяч вольт. Протянуты многокилометровые провода. Построено 4 насосных станции. И поставлен мощный трансформатор. Проблем не существовало до 17 мая нынешнего года. Сегодня все эти участки по-прежнему любят, за ними ухаживают, тут выращивают яблоки. Огурцы, помидоры, картошка, морковка, все, что нужно для еды, все для себя сажу. Но пенсия маленькая, только вот выручает огород. Но в последнее время, в связи с тем, что столкнулись интересы садоводов и частников, возникли большие проблемы. 17 мая нынешнего года был ураган, и вот этот столб, на который мы сейчас смотрим, деревянный, покосился. Создалась аварийная ситуация. Был отключен свет, которого не было в течение 2 недель. Мы тогда были только всего 2 недели без воды. Ой, ладно, у меня водоем рядом, а люди-то ведь далеко жили без воды. Сколько трудов у нас вложено. Даже близко я таскала на коромысле, старинку вспомнила. Вот. Воды не было. У меня сын нашел коромысло. Пришел он мне 30 раз на коромысле из водоема принес воды. Мне 85 лет. Вот надо нам, воду надо всем. Столько садов страдает. Надо. 45 лет я вот держу, самого уже нету. Так что вот. И благодаря Морковкину, Гусеву, Ксенофонтову и вам, телевидению нашему шадринскому дорогому, нам сделали временный вариант. Разрешили. А за это время нам сказали, вы должны выполнить вот такие-то и такие-то мероприятия. Проложено 360 метров подземного кабеля. Это все у нас сделано. 26-го он прошел испытание августа. С той стороны, со стороны трансформатора, поставлено 11 опор бетонных. Мы все делаем за свой счет. Все за свой счет. Это, когда были заводы, это была тема завода. Мы ни за что не платили. Это все делалось для трудящихся заводов, этих 3 заводов. Когда тянули линию электропередач, вот этих домов в помине не было. Ни школы 8-й. А сейчас, когда, вот проходит линия, она оказалась на территории построенного дома. Мы-то ведь не новую линию бросаем, чтобы к нему зайти на его участок. Мы старую линию мы хотим восстановить. Вот единственную опору поставить, и все вопросы будут сняты. Поставлены 10 опор вот таких высоковольтных, железобетонных. И вот крайняя опора стоит, вот готовая подсоединиться. Вон там кабель. Значит, чтобы этот кабель соединить с концами на этой опоре, необходимо в середине поставить 1 опору еще. Из-за этой опоры весь сыр-бор идет. Значит, Не на жизнь, а на смерть, да, между прочим. Выходит, что так. Значит, один какой-то частник поставил на колени более 700 садоводческих этих участков. Значит, мы должны перед ним на колени встать, что ли, или я не знаю как. Сейчас остается только вот вместо этого столба, из-за которой опора идет суть бор. Если поставят, в следующем столбе там уже тоже концы торчат. Вот только соединиться, и вся проблема снята. Мы же не ставим новую, мы восстанавливаем старую, согласно технических условий. Вот дома, вот кабель, вот линия идет, вот она. Вот столб наш стоит, вот он. Вот его надо заменить, и все. Вот столб. У нас ремонтно-восстановительные работы. Он стоит, вот она, видите, здесь должно быть пустое место.
Ни оград, ничего, это пожарный проход. Вот здесь находятся два гидранта, один здесь, другой здесь. Вот за тем домом. Технологический проезд, который вот с этой стороны, он перегорожен. Это земля общего пользования и принадлежит хозяину. Заезд сюда, пожарный, кран, все здесь. Они сейчас, видишь, там все завалили, картошку садят и так далее. Два пользователя земельных участков используют их без правоустанавливающих документов. На сегодняшний день по этим двум участкам и по этим двум гражданам, ну, по понятным причинам я фамилию-то не буду называть, вот, значит, назначено проведение муниципального земельного контроля, в процессе которого наверняка будет установлено, потому что факт этот уже он имеется, что участки используются без документов, люди будут привлечены к административной ответственности и по закону понуждены, значит, убрать все ограждения, которые они там, значит, наставили, то есть заборы. Парадокс. Но за этими воротами с многообещающим названием у людей еще теплится надежда на благополучную жизнь. А перед ними всякая надежда рушится, причем почти у самой цели. У нас проделано работ 95%, у нас не сделано 5%. Смета вышла 600 тысяч. Мы заплатили уже больше половины. Мы хотели проехать, потому что у нас есть разрешение проводить работы. А хозяин этого дома, на усадьбе которого находится столб, спустил собаку. Надо линию делать. Стали ремонтировать. Все, привезли людей. Там люди приехали делать, они уперлись и стали пускать в огород там что. Если света не будет, вам тут, собственно, тоже делать нечего. Да понятно, без света сидеть какой тут. Все развалится. Если воды не будет, поливать-то не будут, полива не будет. Зачем? Охранять нечего будет. Охранять нечего, все растащат. Николай Николаевич, вот не тот ли столб, вокруг которого весь сыр-бор? Да, это злосвязный столбик, который давно должен стоять. Как он здесь-то оказался? Убрали, чтобы не утащили куда-нибудь. В надежде завезли его, так они вытащили непонятно чем. Хотели, чтобы там проще заезд, чтобы не помешать. Не удалось. Вот интересно, когда он встанет на свое место опять? Не понять. Обещаний много, а толку нет. Разрешение получено. Конечно, у нас администрация свою печать поставила на этом документе. Вы показывали этот документ хозяину этого дома? А он сказал, он ему не нужен, этот документ. У него свой документ, у него частная собственность. Хозяин того дома и хозяин этого дома, Сережа, говорит, я не хочу, чтобы над моей территорией частной висела линия электропередач. Мы встречались с обоими собственниками этих земельных участков. Значит, это Мира 43 и Гоголя 42. Вот. Просто, ну, почему там вот это все происходит, с одной стороны, людей тоже можно понять. В общем-то, 10 тысяч вольт, значит, будет проходить. Понять человека, не желающего жить под напряжением в 10 тысяч вольт, конечно, можно. Но кто дал право этому же человеку, попирая все принятые ранее местные законы и нынешние решения компетентных органов, ставить непреодолимую преграду для благополучного содержания почти 800 садовых участков? Кто поймет их владельцев? Тем более, что они-то как раз изо всех сил идут на компромисс. Садоводы, в общем-то, решили уже вопрос, начали решать, то есть немножко обойти границы вот этих вот домовладений, чтобы линия проходила не непосредственно над участком, а именно над границами. То есть вот как заборы стоят, вот, чтобы сильно, будем говорить, не захватывать территорию, да, чтобы там излучение, вредность, вроде как все ссылаются на это. 10 метров от крайнего провода, значит, это охранная зона линии ВЛ 10 киловольт. На этом расстоянии излучение этой линии, то есть в Санпин, оно вполне укладывается, в общем-то. В этом вашем настойчивом убеждении, уважаемый Виталий Владимирович, чувствуется, что наши невидимые герои репортажа не очень-то соглашаются с вами. И, похоже, все разбирательства еще впереди. У нас планировалась встреча, и она произошла. То есть были садоводы, были вот эти собственники. С одним, в общем-то, мы пришли к решению, но у нас, в общем-то, не дал согласия второй. Мы не пришли к единодушному мнению, значит, к решению этого вопроса в субботу. Земли общего пользования – это вот этот самый проезд, на который на сегодняшний день
значит, в долях оформлена аренда была. Вот, но мы сейчас решаем вопрос о ее прекращении. И, значит, чтобы был туда свободный проезд, чтобы был туда свободный доступ. Вот, потому что вчера вот опять же граждане, значит, насколько я знаю, обратились и в Госпоснадзор с этим вопросом, значит, о освобождении. Это же сколько нужно представителей компетентных органов привлечь, чтобы убедить лишь 2 человек, что они поступают не по закону. Мы планируем выезд с административно-технической инспекцией туда на место. Уведомим людей, естественно, вручим под роспись, проведем обмеры, вручим акт, и акт, соответственно, направим в Росреестр для принятия мер. Срок у нас, значит, 20 дней, но обычно мы делаем быстрее. Несмотря на распоряжение, значит, люди, конечно, ну, в силу того, что они люди, да, и их характера, и склада ума, будем говорить, они, естественно, могут его не выполнить. То есть на это опять же есть и административный кодекс, да, но это опять же сроки. То есть, естественно, значит, наше распоряжение – это, ну, документ прямого действия. Выдано, исполняйте. Вот. Но если они его не будут исполнять, опять же, то есть, то уже наступает другая ответственность. Исполнение распоряжения, значит, куда идти? Служба судебных приставов, естественно. Да? То есть, они уже будут воздействовать. Какие тут будут сроки? Тут я уже просто боюсь загадывать. Понимаете? Но все, что, опять же, говорю, от нас нужно, мы это сделаем. В нашей компетенции что находится. Я надеюсь, что люди просто поймут. Сколько еще сим непоколебимым гражданам отведут времени для понимания? Дело приобретает весьма комичный оборот, который точнее, чем классик, не прокомментируешь. Случается нередко нам и труд, и мудрость видеть там, где стоит только догадаться за дело просто взяться. Проблема наша в том, что у нас нет дороги и уличного освещения. Вот так и живем сами по себе, да. Сколько можно? Но ведь надо напомнить, что все-таки они представители народа, поэтому защищать должны наши интересы, интересы наших жителей.